Всем привет! Сегодня у нас обзор на Toyota Blade. Аналог Toyota Auris. Очень интересная, красивая машинка. Лично я ее называю малолитражкой. По крайней мере, на внешний вид, да, она похожа на малолитражку. Ну, не фит, конечно, побольше, однозначно. Но, тем не менее, и не седан вроде бы, да. То есть, тот же Brevis побольше, чем эта машина. На вид, по крайней мере. Но эта малолитражка, я вам скажу, даст фору любой машине формы седан. Почему? Потому что здесь мотор 2.4 и мотор 3.5. Я вот честно не поверил изначально про то, что у нее 3.5 мотор. Думал, может быть, перепутали. Может быть, какая-то турбовая версия на компрессоре, мало ли, все бывает. Но, тем не менее, обычный атмосферный 3.5 у нее есть. Ну, вот конкретно у этой 2.4. Интересный вариант хэтчбека. Похоже чем-то на Nissan Tiida, но это круче, чем Tiida. Но она и стоит немножко подороже. В Японии такая машина стоит, не считая расходов, 1040 примерно, 50. Плюс добавляете расходы. Получаете стоимость примерно в 240-260 тысяч рублей. Вот такая вот машинка. Ну что ж, у нее вариатор, полный привод, передний привод. Давайте заглянем в салон, присядем, посмотрим, чем нас тут Toyota решила удивить и обрадовать. Давайте. Вот такой вот тахометр. Красивый, симпатичный. Как-то отдаленно, может быть, похож на Toyota Altezza. Не знаю, это пошловато выглядит, но нет. На Toyota Altezza, ну, чуть-чуть, может быть, отдаленно. Просто очень трудно найти какие-то схожие черты. Может быть, Corolla, которая для России продается, возможно, так. Руль похож на Toyota Estima. Да, такой же примерно руль. Давайте заведем. Вот такая вот приборочка, мультируль у нас. Полный электропакет, как обычно, зеркала, стекла. А здесь обивочка под алькантару. Причем она присутствует даже на панели вот здесь сверху. Вот тут такие вставки на дверях, на сиденьях, алькантара с кожей. Очень круто это смотрится. Машинка современная такая, молодежная. Видно, что спортивная, шустренькая. Ну, даже у нее вот этот внешний вид ее выдает. Да и внутри. Кстати, здесь вот такая вот люстра, как на Mark X. На некоторых версиях есть на Mark X вот такие вот люстры. Эта люстра, я так понимаю, полностью светится, да. Ну, когда включаешь, когда открываешь двери. Вот. Здесь у нас динамик, там динамик, там динамик. Динамиков достаточно. Музыка здесь приятная. Коробочка вот такая вот. Ручник. Универсальный ручник такой, знаете, как какой-то рычажок. Непривычно на Тойотах, конечно, такой ручник. Обычно он ножной, а здесь такая вот хреновина. Подлокотник, ну он какой-то низкий, если честно, этот подлокотник. Он больше, наверное... Ой! Ой, как он... Фу, мне аж противно стало. Аж передернуло. И здесь... он приподнимается даже, смотрите, вот так приподнимается, вот он. Прикольно. Здесь у нас управление климатом, магнитола. Ну, все так достаточно стандартно. Электросиденье. Что круто, эта машинка объемная внутри. Снаружи кажется небольшая, внутри объемная. Задним пассажирам будет комфортно, очень комфортно. Гораздо комфортнее, чем на том же Фите, там, не знаю, Subaru Forester, и то меньше по салону. Ну, конечно, багажника мало, но мы его покажем, дойдем до этого. Вот, расход у этой машины небольшой, порядка, наверное, 9 литров. В среднем там уже плюс-минус как топить. Здесь так спрятаны подстаканнички. С левой стороны также. Так, давайте, вот я сел, мне вполне комфортно, даже, наверное, слишком сильно назад отъехал. Сейчас залезем сзади и посмотрим, что у нас остается по салону. Так, сел я за собой. Такие прикольные ручки, как на холодильнике, необычно, да, сделано. Такая открывашечка и ручка. Вот, сел я за собой, колени не сильно высоко, комфортно. Ну, вот прям уперся, но не уперся, как бы. Расстояние 1-2 сантиметра присутствует. Да, места сзади зашибись, хватает. Здесь какой-то мусор, извиняюсь, у нас. Ладно, не будем смотреть на это. Вот, такая вот приборочка симпатичная. Ну, круто смотрится. Реально современненько. Вот если вы хотите малолитражечку, которая будет еще и ехать, не позорить вас ни в городе, ни на трассе, можно взять вот такой 2.4 минимум, 3.5 возьмете, вообще с ума сойдете, как бы 280 лошадиных сил,
Для такой машины, для такой массы это круто. Особенно на полном приводе она так будет выдирать. Так что всем рекомендую. Так, дальше мы лезем в багажник. Давайте посмотрим, что у нас тут по багажнику в этой машинке. Слушайте, ну багажник вполне себе такой неплохой. Не маленький. Багажник-то не маленький, реально. Вполне достаточно, чтобы положить там 3-4 сумочки такие средние. Плюс, естественно, мы можем сиденье вот такими вот чудо движениями вот так откинуть. И получаем, смотрите, какой огромный багажник, такое вот пространство. Реально, я полюбил эту машину буквально вот за несколько минут. Любовь с первого взгляда. Из малолитражечек я вам скажу, это топ. Меня покорил этот мотор, этот салон. Можно сказать, большущий салон, правда. Потому что места предостаточно. Куда-то проехать, перевести что-то очень удобно. База короткая. Клиренс вроде бы и небольшой, но база короткая. Я думаю, цеплять она в городе нигде не будет. Можно перемещаться вообще с кайфом. Шикарная машина. За недорого денег. Причем машина-то с 2006 года. Они в основном все свежие, то есть можно взять экземпляр 7, 8, 9 год. Ну, 3.5, конечно, подороже стоит. Он там в районе 260, чуть больше. Но, тем не менее, машина свежая. Сел, поехал, так скажем. То есть, явно это та машина, в которую вы будете просто ездить, менять расходники, масла, больше ничего. Посмотрите, какие фары у нее крутые. Фары прям вообще топчик. Вот такая вот машинка. Ну что, друзья, кому понравилось, пишите комментарии, как вы считаете, заслужит эта машина внимания или нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, связывайтесь с нами, будем сотрудничать. Все, всем успехов, всем пока. Поднял, обнял, заплакал.